Слава Богу! Я люблю вас. Я люблю вас. Небесный Отец любит вас. И Небесный Отец тоже любит вас. It's so wonderful and I'm very happy to be back here. Очень чудесно, и я очень рад быть опять снова здесь, вернуться в эту церковь. When I found out my schedule was not matched with Pastor Yuri, I felt a little sorry, but I had to come to Tiraspol. Когда я смотрел в свое расписание, что я должен приехать в это время, и я узнал, что пастора Юры здесь не будет, я немножко огорчился. Because God loves you. Но потом я огорчился, но не стал расстраиваться долго, потому что я могу послужить вам, и Бог вас очень любит. Я люблю вас. First, I would like to read the Bible. Я хочу, чтобы мы прочитали Библию. John chapter 15, verse 5 to 7. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 глава, с 5 по 7. Я буду читать. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто прибудет во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это с 1 по 7. I would like to pray first. И я вначале хочу помолиться. Our Heavenly Father, thank you for today. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Thank you for our service. Благодарим за это служение. Thank you for our church. Благодарим за эту церковь. Thank you for our Pastor Yuri. И благодарим за пастора Юру. And Lord, we ask you to fill us up with your Holy Spirit. И мы просим Тебя, чтобы Ты наполнил нас Своим Святым Духом. And open our spiritual eyes and our hearts to listen to you. И чтобы Ты открыл наши духовные глаза и сердца, чтобы слушать Тебя. And Lord, use me to be your vessel. И используй меня, Господь, чтобы быть Твоим сосудом. To deliver your words with your love of heart. Чтобы высвобождать Твое Слово в сердца людей. In Jesus' name we pray. Мы молились во имя Иисуса. Amen. Аминь. This Bible verse is not talking about salvation. Эти места Писания, они не говорят о спасении. It's talking about why we are here on this earth after receiving Jesus as our Savior. Эти места говорят о нашей жизни после того, как мы примем Иисуса Христа как своего Спасителя. We know that we are saved by the death of Jesus Christ. Мы знаем, что мы спасены благодаря смерти Иисуса Христа. And He's resurrected and He's in heaven and He prepared a place for us. И Он умер, воскрес, и на небесах Он приготовил место для нас. Heaven is so wonderful. You can imagine how good
that is, but still it will be better than what you can imagine about heaven. Небеса — это настолько замечательное место, что вы даже не можете себе представить. Но это будет лучше, чем вы можете себе представить. But why then Jesus let us still live here, not taking us up to heaven? И почему Бог оставил нас, чтобы мы жили на этой земле, и не забрал нас сразу на небеса? Because He wants to bring the heaven to this earth. Потому что Он хочет принести небеса на эту землю, To prepare for His second coming of Jesus. чтобы приготовить эту землю к Его второму пришествию. Often many Christians think that we cannot do nothing about this world. Многие христиане думают, что мы не можем ничего сделать для этого мира. And all they do is pray, says, Jesus, come back fast. И многие из них, все, что они делают, это они просто молятся и просят: Господь, вернись уже побыстрее, приди на эту землю. And not listen to Jesus. И не слушают Иисуса. Jesus let us live here to fulfill His will on this earth. Иисус позволил нам жить на этой земле, чтобы мы исполнили Его волю на этой земле. Not our will, Не нашу волю, not our plan, не наши планы, but His plan, His will. но Его планы и Его волю. And the Bible verse we read, John chapter 15, verse 5 to 7, talks about how we can get His will done in this earth. И места Писания, которые мы читали, Иоанна 15 глава с 5 по 7 стих, эти стихи говорят о том, как мы можем исполнить Его волю здесь на земле. Jesus is saying, I'm the vine and you are the branch, and if I'm in you and you are in me, then you will have a lot of fruits. Иисус сказал, что «Я лоза, а вы ветки, и если вы пребываете во мне, я пребываю в вас, то тогда вы можете принести много плода». So it's so wonderful that your church is growing and you have a lot of fruits. И это так замечательно, что наша церковь растет, и что мы можем приносить больше плода. Yesterday I had a privilege to meet Sergey, and he started coming to your church a few months ago through Alpha Course. Вчера я был очень рад познакомиться со Славиком, который ходит в нашу церковь только несколько месяцев. Слава Богу! Через Альфа-курс. Слава Богу! Наша церковь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! We get fruits of Jesus as we are as branches and connected to vine with Jesus. Мы приносим плод тогда, когда мы прилеплены, мы ветки, и когда эти ветки прилеплены к лозе, к Иисусу. Hallelujah. Аллилуйя. Here the fruits is talking about actually the will of God is done. И плоды, о которых здесь идет речь, это воля Божья, которая исполнена. It's not something we evangelize more people or whatever. The fruits here is talking about what the vine intends to do. Means Jesus has planned to do. His will is getting it done through the branches. Плоды, о которых здесь говорится, это не просто люди, которых мы можем заевангелизировать или что-то еще, но это Божья воля, которая исполняется через нас. And of course it includes to saving souls around us in our neighborhood, in our city. И, конечно, это включает в себя спасение людей, которые живут рядом с нами, наши соседи, в наших кварталах. But there is a lot more than that. Но есть намного больше этого. We cannot guess. Just imagine small things that is His will. His will is beyond our imagination. Его воля — это не те маленькие вещи, которые мы себе представляем. Это намного больше. Это за пределами нашего понимания. In Old Testament, in Genesis, we know God used Joseph to save the whole world.
В Ветхом Завете есть история про Иосифа, и мы, читая ее, знаем, что Бог использовал Иосифа для того, чтобы спасти весь мир. While his older 10 brothers did nothing about the world. Но другие 10 братьев, они не сделали ничего для этого мира. They are still the son of Jacob. Они продолжали быть детьми Иакова. So there are two kinds of Christians in this world. И вот в этом мире есть два типа христиан. They become Christian and get saved by Jesus Christ. Одни приходят, получают прощение через Иисуса Христа. They get saved by faith, by receiving the gifts of eternal life. Они спасаются по вере в Иисуса Христа, получают дар вечной жизни. But the rest of their lives they're waiting to go to heaven. И потом всю оставшуюся жизнь они просто сидят и ждут момента, когда они пойдут на небеса. But Joseph went through all these difficult times and used by God to fulfill His will. Но Иосиф, он прошел через очень многие сложные вещи, и в конце он исполнил Божью волю. Which was to save the whole nations. Он спас целые народы. If any one of you think, well, I'm just one small, uneducated person in Transnistria, what can I do to the world? You are wrong. You are a child of God. Если вы сидите и думаете, о, что я могу сделать, маленький необразованный человек из Приднестровья, то это неправильные мысли, вы заблуждаетесь. You are a slave like Joseph. You are not slave like Joseph. Вы не рабы, как Иосиф был. You are free man and free woman. Вы свободные мужчины и женщины. But most importantly, we are children of God and called to be used to fulfill His will. Но самое главное, это то, что мы дети Божьи, призваны для того, чтобы исполнить Его волю. Hallelujah. Аллилуйя. We should not be just Christians waiting for Jesus to come to this world and for the second coming, passively. Мы не должны просто сидеть, сложа ручки и ждать, когда Иисус второй раз придет на эту землю, чтобы забрать нас. Here today the Bible talks about how we can fulfill His will in our lives. И сегодня мы читали местописание, которое говорит, как мы можем исполнить Божью волю в нашей жизни. I mean, that includes how will you find what His will is. Вернее, это говорит, как мы можем понять, что для нас есть воля Божья. And how you live day by day and eventually fulfill His will on this earth. И как мы можем жить каждый день, день за днем, исполняя Его волю. Jesus saying, I'm the vine, you are the branch. I have to be in you, you have to be in me. Иисус сказал, что «Я лоза, а вы ветви, и вы должны быть во мне, а я должен пребывать в вас». Sometimes I thought, oh, this is difficult. What does it mean that He's in me and I'm in Him? I mean, when I received Jesus Christ as my Savior, His Spirit is in my spirit already. What is He talking about? Иногда мы говорим, о, это так сложно, как это пребывать в Иисусе, чтобы Он пребывал во мне? When I received Jesus Christ, His Spirit, Holy Spirit is already in my spirit. So what is He talking about here? И когда мы принимаем Иисуса Христа, то Его Дух, Он уже живет внутри нас. Поэтому о чем мы говорим, когда мы говорим, что это сложно пребывать в Иисусе, если Божий Дух живет внутри нас? And the Bible says, the minute we receive Jesus Christ as our Savior, by the result of it, the Holy Spirit comes into our spirit and will never leave forever, will not leave us. И Библия говорит, что в тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, в этот момент Святой Дух поселяется внутри нас, и Он уже живет, пребывает внутри, и Он не оставит нас никогда. So what is He talking about here in John chapter 15, that you have to be in me and I have to be in you to bear fruits, meaning fulfill God's will. Так что